Салям алейкум, друзья! Сегодня мы в гостях у Динары Ахтемовой. Динара занимается кондитерским делом и печет вот такие красивые и очень вкусные торты. Салям алейкум. Салям, Динара. Итак, Динара, расскажи, что мы сегодня будем делать. Насколько я понимаю, мы будем показывать нашим зрителям новогодний декор. Да, к новогоднему столу обязательно нужен торт, сладости, все любят. И я покажу, как самыми простыми средствами можно сделать торт новогодним, ярким, который понравится и гостям, и детям, ну и самим хозяевам. Отлично, я готова помогать, если нужна вдруг моя помощь. Хорошо. Динара, я знаю, что ты по профессии режиссер эстрады. Как получилось так, что твое хобби переросло для тебя в новую деятельность и в такую успешную? Как-то так получилось, что стала интересоваться кондитерским делом. Сначала начала печь капкейки, пробовать разные рецепты, украшать их. Твоя основная профессия, я надеюсь, ты не собираешься прощаться с ней? Нет, я думаю, что можно заниматься многими вещами, на это есть силы и энергия. И вот буквально недавно меня озарила режиссерская идея, одна очень интересная. Сейчас я нашла себе автора, мы готовим проект, и я надеюсь, Хасмет Олса весной Крым увидит, да, новое, так что, друзья, кое-что необычное. Пару лет назад ты принимала участие в тогда еще проекте Шерфи Фэшн, и, насколько я помню, твое преображение было одно из самых ярких, да, твое преображение было кардинальным, ярким, и выпуск был очень успешный. Почему-то стало некомфортно быть вот в белом цвете. Не знаю почему. Я очень хорошо отношусь к блондинкам, но на себе мне было очень тяжело его носить. И вот как-то так. Дело лишь в цвете волос, на твой взгляд? Ну, не знаю. Ну, мне было некомфортно. Да? Я когда смотрела на себя, я видела фотографии, где я со стороны на себя могла взглянуть. И вот именно белый цвет меня больше всего смущал. Поэтому я от него ушла. Ну, на мой взгляд, все было отлично. Тогда встречный вопрос. Почему ты решила участвовать сейчас? Во-первых, хочется очередной встряски. Во-вторых, очень хочется понять все-таки, что я не так делаю. Мне не нравится, как я выгляжу, когда я вижу себя вдруг случайно со стороны. В витрине, в постороннем зеркале, не в домашнем, или случайный кадр, фотография какая-то. Вроде бы покупаю и подбираю себе одежду модную, стильную, современную, но в целом как-то вот меня не устраивает результат. И, может быть, еще раз хочу прислушаться к твоим советам и, может быть, найти еще какой-то вариант, как можно подобрать свой гардероб так, чтобы вот нравиться себе всегда. Вот. Да. Очень хочется. Ну, я хочу сказать, что прежде чем работать с гардеробом, нужно немножко поменять внутри какие-то свои установки, сложившиеся годами. Потому что это основное. Работая только снаружи, мы не сможем добиться тех перевоплощений, которых ты ждешь, да? Так, а вот мы продолжаем новогодний декор. У нас вот такие звездочки появились, и ты можешь присоединиться ко мне и выбрать те снежинки, которые тебе нравятся. И я сейчас покажу, как их лучше укладывать, чтобы был объем. Их можно прям вот, да, если большую мы берем, то вот прям вот так вот мы вставляем кусочки крема. И можно, ну давай пока вверх закончим, а потом посмотрим, что у нас не хватает на боках. Вот и все. Ну как? Супер, мне очень понравилось, я это делала впервые, но результат вообще превзошел все ожидания. Позовешь еще раз? Конечно, с удовольствием. Динара, теперь я тебя забираю, ну и мы приступаем к нашим делам. Поехали. Итак, Владимир, сегодня наше вмешательство должно быть минимальным и очень деликатным. Если ты помнишь, несколько лет назад Динара уже участвовала в нашем проекте, и на тот момент мы ее изменения сделали очень яркими и кардинальными. Но, видимо, они не легли на ту сущность, которая у нее внутри, это противоречило ее внутреннему содержанию. Поэтому мои выводы такие. Я бы хотела узнать, что ты думаешь по этому поводу. Темный цвет мне, конечно, не очень нравится, Халиде. Хотелось бы каких-то свежих бликов.
да, мы не будем менять кардинально, прям очень резко, да, там в блонд выводить. Мы сделаем просто красивые блики по длине и чуть-чуть дадим форму красивую волос. Ну, цвет слегка изменим, но он будет более лояльный, да, то есть не яркая блондинка, не там розовый, не зеленый, не фиолетовый цвет, да, не кардинально, но просто хотелось бы подчеркнуть ее красоту натуральную. Ну, если честно, я бы, наверное, нашла какой-то промежуточный вариант между блондом, да, и тем, что сейчас, может быть, с какими-то плавными переходами, как у тебя это здорово получается, что-то такое. Да, я же говорю, такие легкие блики, хочется просто светленького добавить, чтобы это было интересно. Да, потому что с таким цветом кожи и цветом глаз вот прям хочется чего-то Свежести свежего. Да. хочется, да, я с тобой согласен. Ну что, тогда начнем? вперед. Динара, мой тебе совет, так как было осветление, теперь пользоваться только увлажняющей серией. Это должен быть шампунь, кондиционер, бальзам. Просто многие женщины забывают о том, что если произошло осветление, они пользуются тем же уходом, который был в домашних условиях. Желательно пользоваться только всем увлажняющим, да, так как были повреждения, мы увлажняем волосики. У нас было каре. Оно вытягивается ровно, можно закрутить, можно и выпрямить волосы. И челочку на брашинг вперед для объема. Макияж сегодня я выполнила с акцентом на губы, а для повседневного макияжа Динаре я порекомендовала бы делать легкую коррекцию и наносить румяна. Итак, друзья, сегодня наша команда очень постаралась. Мы надеемся, что новый образ Динары придется ей по душе. Итак, встречаем Динару. Наталья, я знаю, что вы давно знакомы с Динарой, давно общаетесь. Расскажите о своих впечатлениях. Я в восторге от увиденного. Она абсолютно кардинально изменилась. Ей очень идет эта стрижка, этот цвет волос, брюки. Вообще она одета необычно. Мы ее такой не привыкли видеть и знать. Ей очень хорошо, очень посвежевшая, похорошевшая. Обожаю тебя. Супер. Динара, когда мы с тобой беседовали, ты говорила о том, что ты хотела бы эмоционально перезагрузиться. Я сейчас не говорю о твоем новом образе, но я надеюсь, что ты получила то, что хотела. Да, 100% перезагрузка. И шопинг с тобой, это было огромное удовольствие. И прическа, и макияж, все в итоге сыграло на то, что я перезагрузилась на полную. Но я надеюсь, что мы угодили тебе в этот раз. Да, мне очень понравился этот образ. Прическа, вот, наверное, это самое крутое попадание сегодня. И цвет, и форма, и челка. Вот мне очень нравится, и я буду ее поддерживать. Спасибо, что ты нам доверилась. Ну а вам, друзья, я напоминаю, что вы тоже можете стать участником нашего проекта. Отправляйте свои анкеты. Ну а я прощаюсь с вами.